Из огорода прямо на прилавок свежие фрукты, овощи и зелень. Теперь жители села Ачгвара и ближайших районов могут продавать свою продукцию по доступной цене и покупать ее. И самое важное – без посредников, потому что это одна из главных целей нового торгового объекта в Очимчирском районе. Например, дыню здесь можно купить за 25 или 30 рублей за 1 килограмм. Стоимость баклажанов от 20 до 25 рублей за кило. Сочные розовые помидоры и зеленый перец здесь стоит 50 рублей. Первый сыр от 250 до 300 рублей. А за пол-литра меда просят 200 рублей. Самое главное, чтобы покупателей было. Товар у нас есть полно. Как пойдет торговля на открывшейся ярмарке, очень важно, говорят крестьяне в один голос. Ведь у них впервые появилась возможность реализовывать собственную продукцию по своей же цене. И главное, недалеко от дома. По словам жителей, раньше весь товар им приходилось возить в Гал. А это совсем нелегко. Кто-то даже вывозил продукцию в Очимчиру и Сухум. Важно отметить, что место торговли для крестьян совершенно бесплатно. Это для нас очень хорошо, выгодно. Из села близко находимся, вывозим свой товар и без перекупщиков продаем, и договариваться тоже можем. Вот я вижу, здесь у вас тыква, да, дыня. Сколько лет вы вот выращиваете, сколько вы этим занимаетесь уже? Много лет уже, я постарался этим, много уже, где-то 15 лет. Первые покупатели не заставили себя долго ждать. Открытие этой небольшой ярмарки – значимое событие для них. Это плюс для нас, это что-то вот новенькое, очень хорошо. Будете на этот рынок приходить? Обязательно, я каждый день здесь буду. Это даже не ярмарка в том значении слова, которое мы привыкли в него вкладывать. Это небольшой рынок, организованный местной молодежью во главе с районным депутатом Григорием Лацужба. Около 35 человек почти 17 дней мастерили, чистили, красили этот прилавок, собирали стройматериалы, а также благоустраивали площадку. Место для рынка тоже выбрано не случайно. Самый центр села. Рядом много населенных пунктов. Да и расположился объект прямо по трассе. Почему именно здесь? Потому что она, во-первых, доступ тут очень удобный, да, есть куда расширяться. Тут очень хорошая площадь для того, чтобы подъехать, выйти из машины, то есть ты никому не мешаешь, расстояние, ну, дистанции там сегодня особенно социальные, да, у нас с коронавирусом проблемы. То есть на свежем воздухе, это первое, да, то, что мы можем обеспечить здесь доступ человека удобно и того, кто продает, и того, кто приезжает. По каким дням рынок будет работать? Еще конкретно мы не определили дни рабочие, но планируется так, что если в Галле рабочие дни, то он не будет работать. И вот в тот период времени, когда в Галле не рабочие дни. То есть, условно говоря, там понедельник, среда, пятница – это в Галле, и вторник, четверг, суббота – это здесь. Хочу выразить огромную благодарность нашему депутату Григорию Лацужбе и сказать ему, правда, человеческое спасибо за его добрые дела. Вот во время выборов всегда много обещаний, но потом не все выполняется. Вот мы, например, тогда поверили молодому кандидату и не ошиблись абсолютно. За очень короткий срок он сумел сделать многое в нашей деревне. В селе проведен кабельный интернет, также, которого мы очень долго ждали. Также вот построен рынок для крестьян. Идея создать такой торговый объект в центре села возникла давно. На просьбу поддержать ее откликнулась администрация Очимчирского района. Вообще такого рода проекты, если будут организовываться в каждом селе, особенно вдоль дорог, и ввиду наплыва такого потока, который сегодня происходит, и в дальнейшие годы, наверное, он будет увеличиваться, эти ярмарки будут необходимые. Главное, чтобы, я думаю, соответствовала цена, чтобы цену не завышали. Если люди, ну как это обычно бывает в любом бизнесе, человека начинаешь ценами сперва завлекать, а потом цены вдруг начинают подниматься и становятся дороже, чем где-то. А здесь непосредственно, тем более у нас связано, ну, и с Очимчирский район, вообще вся наша восточная часть, и в целом Абхазия, это как бы с экопродуктами. И упор мы должны ставить именно на экопродукты. Когда крестьяне напрямую, без посредников, будут продавать потенциальным покупателям свои продукты, вот этих, что они выращивают, что они производят, то это будет иметь большую перспективу. В дальнейшем при хорошей торговле организаторы планируют расширить ярмарку и даже, возможно, превратить ее в большой местный рынок. При выборе местности для расположения объекта было учтено и это. Гугуца Вардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.